Всем здравствуйте, с вами Эльвира из Америки. Жапта порли же пагалма елташлактен дандане Эльвира Америка гэч. В год педагога и наставника я хочу вам рассказать о своих родителях. Они, мама Попова Пелагея Васильевна, проработала в школе 42 года, а папа Попов Геннадий Петрович проработал в школе 36 лет. Мама родилась в деревне Ляж-Вершина Куженерского района Марийской АССР. Это тогда было. А папа родился в деревне Юж-Топомаш Сернурского района Марийской АССР. А встретились они в Сернурском педагогическом училище. Учились они примерно в 1946-1947 годах. И в ноябре 1947 года они поженились. Работали они в Большекоклалинской школе Сернурского района Марийской АССР где-то 10-12 лет, а потом уже переехали на родину мамы. Тогда в деревне Ляж-Вершина была Ляж-Вершинская начальная школа, и папа начал работать директором школы, а мама стала работать учителем начальных классов. Говоря о Ляж-Вершинской начальной школе, хочу сказать, что я сама успела проучиться первый свой класс в этой школе. И первым моим учителем был мой папа, Попов Геннадий Петрович. А второй и третий классы я училась у своей мамы Поповой Пелагеи Васильевны. Начальную школу в Ляж-Вершине закрыли, и всех преподавателей, всех работников перевели в Шерсалинскую среднюю школу. У родителей было учиться не очень-то легко, потому что свои собственные дети, они всегда имеют особое внимание, и я скажу, что особых поблажек не было. Очень редко получала я пятерки, хочу сказать, и пошла я в школу в 6 лет только потому, что мои все друзья, с которыми я играла в детстве, они были старше меня на год и на 2 года, и они как раз вот в 7-летнем, таком 8-летнем возрасте пошли в школу. И так оказалось, что мне, в общем-то, не с кем было играть, и я вместе с ними пошла в школу и сидела вот в классе, делала все задания, училась вместе со всеми, и в итоге, значит, по окончанию 1 класса я сделала все контрольные работы, и работник из РАНО Куженерского, он дал такой совет, что нет смысла меня оставлять в 1 классе, что намного будет лучше, если я продолжу свое обучение. Так и получилось. Мне было очень тяжело говорить, обращаться к ним как вот Геннадий Петрович или же Пелагея Васильевна. Я всегда их называла Авей, мама, или же Ачей, папа. Мама хотя мне объясняла, что я, говорит, в школе тебе учительница, и папа то же самое. Но вот что сделаешь, вот я говорю,
ты мне везде мама, ты мне везде папа. А в первом классе папа дал какое-то задание, какую-то задачу, все мы решали, и я в конце концов что-то там я недопоняла, а спросить как-то, может быть, постеснялась. Я на листочек маленький написала задание, засунула в карман и потянула руку. Я говорю, можно мне выйти? Говорит, куда, кушкой? Я говорю, вот мне надо уборную. Говорит, ну ладно, иди. Я, конечно, не пошла в уборную, а пошла в класс к маме через коридор и зашла к ней. И там было очень много учеников. Тогда она учила 2 и 3 классы вместе. То есть несколько рядов был один класс, и несколько рядов, значит, другой класс. Причем дисциплина у нее в классе всегда присутствовала. Она как-то умела вот лавировать, чтобы эти не обращали на третьеклассников, третьеклассники не обращали на второклассников. Я, значит, зашла к маме. Ребята уже были привыкшие, ученики уже были привыкшие к тому, что я время от времени заходила как-то без стука. Они уже не обращали на меня внимания, на 6-летнюю девочку. И я пришла к маме, говорит, что ты хочешь? Я говорю, мне нужна помощь. Папа дал, говорю, задание, я вот не знаю, как мне решить. А он что, говорит, не объяснял? Я объяснял, говорит, я что-то не поняла, я спрашивать не хочу. И она мне это самое на листочке, на своем, в общем, это говорит так, это так, ты поняла? Я говорю, поняла. Хотя на самом деле все, что я хотела, готовое задание, решенное. Ну, поленилась я. И она помогла мне решить эту задачку. Я сказала ей спасибо и взяла эту бумажку с заданием, положила в карман, обратно пришла в класс, тихонечко переписала все это в свою тетрадку. Папа тут, значит, спрашивает через некоторое время, говорит, кто решил задание. И поднимают, значит, 2 человека руки. Одна рука моя, а вторая нашего отличника Алексея. Насчет Алексея, конечно, не было сомнений, он был умный мальчик и всегда все знал, такой маленький Эйнштейн. Насчет меня он он подошел, посмотрел, проверил, головой покачал и ушел. Потом уже вечером он сказал маме, что, говорит, сегодня эту задачу, которую, говорит, я давал всем, решили только 2. Это, говорит, Алексей и, говорит, наша Эльвира. Мама тут посмотрела на меня и улыбнулась, и она сказала, говорит, Идурна живет. Ушан, типа наша-то ведь дочка умная. Она не сказала о том, что я, в общем-то, приходила во время урока и к ней за подмогой, и это она и помогла мне. Она мне сказала, что больше такого не повторится, больше такой медвежьей услуги не будет со стороны нее. Конечно, папа об этом узнал спустя много лет. В итоге они все пришли к такому выводу, что неважно как, важный результат, я в итоге все равно нашла возможность, в общем, найти ответ. Даже несмотря на то, что вот помогла мама. В этой школе, в Лежвершинской начальной школе, я помню, был и сад, и огород. Я помню, как они с учениками постоянно работали вот в этом огороде, в этом саду, и постоянно так учили вот именно вот через земледелие, через огородничество, вот приучали детей к земле, что я считаю очень немаловажно, потому что в жизни очень многое может пригодиться. Я в семье родилась 8-м ребенком. Они уже имели достаточно
жизненный опыт и педагогический опыт, я скажу, что я, наверное, получила от них самое доброе и нужное в жизни. То есть с таким огромным стажем воспитателя, педагога и дома, и в школе, то есть они абсолютно все в меня вкладывали. Я считаю, что самый смак получила я, самое последнее. К тому же хочу сказать, что да и никто со стороны папы, ни со стороны мамы, никто никогда не эмигрировал в другую страну. Я единственная, кто вот уже 20 с лишним лет живет в другой стране, это в Америке. Я очень хорошо помню, как мама и папа, они оба работали с такой ответственностью и с любовью, и с добротой. Они на самом деле вкладывали в своих вот этих вот детей все, что они только могли. Это было не только учили они вот первым азам, учили писать, учили читать, учили считать. Это же были еще какие-то другие уроки жизни. Она некоторых, это я говорю про маму, и некоторые ее ученики настолько старались. Я, например, вот помню, как она много говорила про Люду Борисову. Вообще она восхищалась этим классом Люды Борисовой. Насколько я помню, там были оба Михаила Дмитриевых, их звали Изя Мишадин Кугумиша, и Лиза была Дмитриева, Маргарита Басова, Галина Иванова, Сергей Мунденаманделюбжем, Якимов Аркаш Воктанила. И Люда Борисова, она была отличницей. Кроме того, Люда, она была такая исполнительная, она очень слушалась, она никогда не пререкалась, она была вежливая. Ну, в общем, знаете, само совершенство. И постоянно ставила вот Люду Борисову в пример. И в конце концов я один раз это даже обиделась, я сказала, ну и менга конде даш на Людатшем. А мы каем галяден модаш. Потому что у Люды Борисовой сестра была моя одноклассница. Я сказала, ну и приводи Люду сюда домой и воспитывай ее вместо меня, а я пойду жить к ним и буду с Галиной там играть. Сегодня Люда, она тоже учительница и работает долгое уже время, свыше наверняка уже 30 лет, как вот учительницей русского языка и литературы. Насколько я помню, может быть, я ошибаюсь. Они на самом деле учили на совесть и на качество, на результат, так, чтобы... Мама всегда говорила, что начальные классы – это многое значит, и то, что у них будет заложено в начальных классах, это будет на всю жизнь. Когда я начала работать в Токтабелярской средней школе, мама мне напомнила, то есть прошлое, учебу в Шсалинской школе. Коллеги моих родителей, они были чем-то, на что-то злые или же чем-то недовольны. В итоге они отомстили через меня, через ребенка. Это было, значит, сначала убрали меня из музыкально-танцевального коллектива. Какие мои музыкальные способности вы сейчас можете видеть. Кроме того, я закончила музыкальное училище. И также меня убрали из поездки в город Ульяновск, когда весь 5 класс поехал в это путешествие, а меня оставили в стороне.
Да, конечно, мне это было очень неприятно и было очень горько. И она меня спросила, говорит, ты помнишь это? Я говорю, да как же, знаешь, то было, это ты не выкинешь из памяти просто так. Да и вообще невозможно. Она говорит, я просто, говорит, напоминаю это и хочу тебе сказать, говорит, чтобы ты, если ты со своими коллегами будешь как-то не согласна, спорить, у вас начнутся какие-то конфликты, говорит, я просто тебе, говорит, хочу напомнить об этом случае, говорит, чтобы ты не мстила своим коллегам через их детей. Говорит, это очень мерзко, это очень низко, это очень непедагогично. Говорит, помни об этом и никогда не делай этого. Разговаривай с коллегами, говорит, а не мсти детям этих коллег. Скажем так, что училась на ошибках моих бывших преподавателей и бывших коллег моих родителей, что это на самом деле очень плохо. Мой урок музыки, он был какой-то комбинированный, то есть там было абсолютно все, и музыкальная литература, слушали музыку и обсуждали эту музыку, и мы пели. В конце концов, по пройденной теме я всегда давала задание, контрольную, и я помню, я принесла домой эти контрольные работы, или же они уже были, в принципе, проверены, но мама увидела там на некоторых листочках двойки. Мама мне тогда сказала, что это каждая двойка, это моя. Говорит, двойка не твоего, говорит, ученика, говорит, это двойка твоя. Говорит, если бы я поставила тройку, то есть я бы не стала банкротом, еще она мне как сказала. А я со своей стороны, вот, зная о том, как я сильно, живя в деревне, у меня не было музыкальной школы, я отстала от этого, и мне было тяжело учиться в городе. Поэтому я вот очень хотела научить вот именно своих учеников, дать им какое-то, знаете, представление там про Баха и Бетховена, и Чайковского, и Моцарта, и научить их петь, причем правильно петь, зная, артикулировать дикцию, чтобы у них работала. Научить столько, сколько это возможно. И мне сегодня очень приятно, когда мои ученики звонят или же пишут, мне говорят о том, что да, я там выступала на конкурсе, стала победителем этого конкурса. Или еще лучше, стала учителем музыки. Я говорю, как это? Приятно. Мама учила, мама наставляла. Ну и когда я домой приезжала, конечно, оба родителя, и мама, и папа, они оба постоянно учили, давали советы, говорили, что и как нужно делать. Сегодня я, конечно, сравниваю их работу и сегодняшний день и вижу очень большую разницу. Хотелось бы лучше, но, к сожалению. Конечно, работа учителя, педагога, она очень и очень тяжелая. Это я все видела у своих родителей, это я видела у своей сестры, которая тоже проработала учителем начальных классов 18 лет. Хочу сказать, что неважно, какой ты предмет преподаешь, кроме своего предмета, еще нужно детей учить добротой. Но, сказать честно, сегодняшняя ситуация совершенно другая, то, что было 30 и 40 лет тому назад. Сегодня все очень сильно изменилось. Конечно, все пока еще держится на старом фундаменте, и еще немножко, и начнется все это будет рушиться. Хотелось бы, конечно, изменения в лучшую сторону, потому что разрушить очень легко, а все это восстанавливать намного-намного тяжелее.
Нам нужны люди образованные, умные, умеющие думать и анализировать, и идти к какому-то развитию, к положительному. Ученики моих родителей, они пишут мне, и мне очень приятно слышать добрые слова. Спасибо всем ученикам, которые помнят моих родителей, своих учителей за добрые слова про моих родителей. Пешку гутао пором мутланда, шарна маланда, тиде шарнымаш моткоч келган шимыште, кёргыште ила. Анализируя все прошлое, я очень и очень благодарна своим родителям, потому какую работу они сделали со мной, и мне, в общем-то, в этой жизни легко, я скажу, потому что я приучена к жизни, знаю, как с людьми разговаривать. То есть все хорошее во мне это от моих родителей, а все остальное это уже не от них, это уже мое личное. Надеюсь, вам понравилось мое видео, дорогие мои друзья. Пожалуйста, кто еще не подписался на мой YouTube канал, подписывайтесь и распространяйте мое видео. И также нажимайте на знак с большим пальчиком, то есть ставьте лайки и будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. И не забывайте про своих учителей, которые они у вас были, есть и будут. Надеюсь, у вас всегда будут хорошие, теплые отношения с вашими учителями, и вы их никогда не забудете. Пагалами юлташлак тау таланда, тиде видео мончумаланда, и шанем, что тиде видео таланда келшен, титлан куку парня палым темдала шидамонды, тага как возалтан огылган мен YouTube каналышка возалтса, видеом шараза, иктажмга йодашта улаган возаза, май улу комулан вашаштем. Тажализа, пиаланлиза, ваш пагалаза, эскераза, аралаза, шкендам, и тага как идам монда шкендан туныркырша влак да нерген. Но молане мизешак йоса южгунам жамарла кутраш, но могнат майтаршем. Аван ачан пашажам умбака шуяш пурнилза. Тим данданелиен Эльвира Америка гич.